Только по счастливой случайности каркас сцены на ипподроме смог выдержать такое количество людей. Состязания по кокбюру в Бишкеке показали, что пора расширять территорию ипподрома. С каждым годом любителей национальных видов спорта становится все больше. А значит, необходима срочная реконструкция комплекса. Требуется, конечно, была бы хороший ремонт. Кроме этого, именно места очень мало для зрителей. Сейчас каждым годом желающие национальные виды спорта, именно конные виды спорта, кокбюры, люди желающие очень много. Если вы видели вчера, людей не поместилось, аж сколько народов, я не знаю, но людей, наверное, намного больше было. Поэтому желательно было еще, была бы дополнительно, если построили бы там место, где для дополнительных людей, было бы хорошо. Сегодня для безопасного проведения игр необходимо, чтобы ипподром вмещал в себя не менее 25 тысяч зрителей. Столичные власти говорят, что готовы к масштабным работам. Но прежде нужно вернуть объект городу. Еще в 90-е ипподром был приватизирован. И теперь муниципалитет пытается восстановить права на собственность. Первая инстанция уже вынесла решение в пользу мэрии. Эксперты говорят, в реконструкции арены заинтересованы не только городские власти. Действующие акционеры могли бы помочь в реконструкции. Там, по моим счетам, было 28 акционеров. Все состоятельные люди. Все тоже там миллионеры среди них есть. Они тоже могут вложить. И кого-то, и инвесторы могут, потому что, ну, как привлечь, потому что территория это позволяет какие-то вот хорошие, ну, это коммерческие дела делать, да, но как бы по направлению. Это запросто можно, просто правильно надо организовать. Сейчас вот эти судебные дела уже закончатся, может, к какому-то этому придут. Но это над этим работает госагентство, допустим, оно заинтересовано, чтобы оно заработало и как бы привлекать инвесторов. А без инвесторов тоже очень трудно будет. Там такая территория, 47 гектаров, 57 гектаров земли, это в центре города, это тоже очень выгодное дело для, может, для инвесторов. Стратегия развития комплекса у мэрии уже есть. В планах муниципалитета создать на ипподроме этногородок, где могли бы ежедневно проводиться спортивные мероприятия, а параллельно демонстрироваться обычаи и традиции кыргызского народа. Мы должны как бы сделать похожий на Чолпанатинский ипподром. Но хотя бы даже, может, и лучше. Но мы должны развивать конный спорт и для безопасности наших болельщиков, людей. Мы должны полностью сделать стандартами, чтобы люди на праздник приходили, вот давки не было. На данный момент мэром города Бишкек дано указание, что разработать проектную смету, сколько она будет стоить. Но над этим мы сейчас работаем. Но, во-первых, мы должны взять правоустанавливающие документы на баланс мэрии. После этого такой будет реконструкция. Однако пока будут идти судебные тяжбы, работы не начнутся. Как организаторы и столичные власти обеспечат безопасность болельщиков на следующих состязаниях, пока не ясно. До ближайших соревнований осталось чуть больше месяца. Традиционно, кроме Науруза, игры кокбюру проводятся в майские праздники и на День независимости. Игорь Потанин, Александр Симонов, НТС.